Вот мы и на месте стали на загрузку под рампу с Киев-Карго. Прибыли вчера вечером, пошел без пробочек пролететь по МКАДу. Вон коллеги наши стоят. Еще одна была машинка, где заехала, по-моему, с другой стороны. Патентованная 16-метровка. Мы кушать готовим. Обед. Время уже. Сегодня пошли, оформились в 8 утра. Вот только что нам позвонили. Время, да, уже первый час. Потихоньку грузят. Тут очково у них почти уже съехал этот лист. Сейчас он грохнется уже, блядь. Он уже съехал. Сейчас подскажем, что тут везем. Мурманск 5. Что это такое-то, бля? АЛПЗ. Что-то непонятно, что. Стой, съехал. Все, мы опустили на всю жопу на прицепе, но все равно не хватает. Что-то АЛ, чего-то, да. Автолестница. Милк. Молоко. А вот это тогда что такое? Трубочки для молока, что ли? Тут ничего, короче, не убирают. Высота, блин, огромная, но хоть и опустили прицеп, все равно уже повыше. Заезжают, мучаются, прыгают там, как не знаю что. На улице солнышко, тепло, даже ветерок такой тепленький. Вот, смотрите, как контейнеры стоят, техника безопасности. Сейчас покажу. О, видите, контейнер стоит наклоненный. То есть, а чуть еще потает и грохнется на машину какую-нибудь. Вот такая же ерунда. Мы вечером приехали, вот стояли вот на месте коллеги. Время 7 вечера. Вот так нас загрузили. Но сказали, это еще не все, поэтому стойте. Вот нас 7 часов уже грузят. Машина пришла у них под разгрузку с товаром. Они все бросили, начали разгружать. Как-то так вот работать? Как можно одну машину, блин, грузить хрен знает сколько времени? Вообще непонятно. Вот коллега сдал документы, говорит, вообще в 4 утра будешь выезжать.
Не прошло и 8,5 часов, как нас загрузили. Сейчас идем вот документики заберем. Вот контейнера ОЗа носятся. Чешем, 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 чешем. Долго-долго. Просто кошмарно. С этой стороны стоят наши авто. Все. Не закрывай. Доки взяли. А что, ты собрался перемещаться, что куда-то надо? Она первую хотела, он, видишь, сам переместился на первую. Внимание! Вот это дороги, Москва, дырявая, блядь. Забрали доки. Чимпамкаду. Вот такому полупустому. Внутренняя часть. Первая точка у нас разгрузки будет в Питере. 750 км нам показал навигатор. Комплекс контроля. 300 метров. Ограничение. А та сторона он что-то подзалипает. Грузовики он стоят. Подожди, до Можайки доедем. Разгрузились мы в Питере. Едем дальше по Питеру. Время 11. В 11 мы должны только встать были на погрузку. Но в 11 мы уже срулили отсюда. Заехали быстренько, тоже пробок не было никаких. Выезжаем вроде тоже по-быстренькому. Разгрузились в Скиф Карго питерской. Что-то нам чуть-чуть чего-то догрузили до Мурманска. Получили еще новые ТТНки. Дорога не отличается. Как, в принципе, по всей России. Первый сибирский жилой комплекс. Ипотека, рассрочка под 0,1%. Это прям микрорайончики новые, да? Растут. И вот ничего, здесь пустота кругом была. Растет. 5 лет назад здесь поле куда-то. Как в Москве будет. С МКАДом, перед МКАДом, да? Есть МКАД. Разделение. Ну, ЦКАД, но МКАДа Нет, нету. здесь МКАД. Ну, КАД. Тоже будут разделяться, но завтра строят уже
Это же не Питер. Домики растут. Уже жилые. В Питере, по-моему, меньше пробок, да, чем в Москве? Да ну нахуй, сегодня суббота, блядь. Вот эта сторона тоже стоит постоянно. Да? Та сторона нихуя с этой. Там заебись ездить, а здесь, блядь, заебешься толкаться. Вот до Мурманки, блядь, где-то нахуй. Дальше проще нахуй. Вантовый мост, Московское, блядь, шоссе нахуй. Заебешься, блядь. Разворот. Прям на Петрозаводск. Вот пару, ну, попались более-менее нормальный разворот, а то тоже, блядь, ведь они ебанутые здесь, пиздец, хуй разберешься, да. Оттуда уже ехать, уже хуёвый там заезд, да. Там тоже можно попасть не в ту сторону, в город, нахуй. Под мостом. И все, жмем на следующей точке. Нам надо быть к 18:00 там. Домой, в А принципе. следующую точку ни хера не прибавили, как было у нас 18:00, так и осталось В 18:00. принципе, нормально идем. Мы пораньше выехали. Республика Карелия. Заезжаем. Вот такой лесочек стоит. Дорога ровненькая. Вот приехали мы во вторую точку разгрузки. А здесь вот за 1,5 километра переезд закрытый. Люди он уже местные разворачиваются. И сзади переезд закрыли. Поверните направо. Был открытый, мы проехали. Вон там поезд стоит, но почему-то он не хочет никуда ехать. Вон. Ой. Как раз должны были успеть, но что-то мы теперь не успеваем. Времени уже 6, а мы все стоим на переезде. Сколько он будет стоять? Че он стоит? Так вот. На улице солнышко. +7. Занавесочки. И это вышло и нихуя. И это вышло нихуя. Говорю, вот, чувак, передай мне. Хотел развернуться, а сзади переезд тоже закрыли. Моргает он. Попали в ловушку между переездами. Неужели? Ты, наверное, вылезет, толкают его. Экономит солярку. Не заводит, стартер, наверное, ебнулся. Сейчас нам дальше уже названивать. Вы где есть? Что название? Переезд. Может даже между переездами.
там грузовым направо запрещено, вон сейчас было, мы проезжали. Они там через деревню как-то еще проезжают, там еще есть один переезд. С горки нас покатился, блин. Вот что какой-то длинный, блин. Цементный завод, что где-то здесь. Тоже экспресс вдвоем хуярит. Да, тоже экспресс. Ну, они, по-моему, что-то отдыхают много слишком, видишь, стоят. Поссать оставил. Ну вот еще не завтракали, не обедали, блядь. Надеюсь, поужинаем, пока разгружать будут. В магазинчик заехали, купили пельмешек. Они там сейчас, если не слиплются у нас в холодильнике, думали, по-быстрому доедем, что-то никак. По-быстрому у нас не получается. О, наконец-то. Чух-чух-чух-чух. Это вагоны под цемент, что ли, такие, да? Такие чупирасы я вижу. Ни разу не видел. Ура! Все, двигаемся дальше. 18:05. 18:05. Так бы успели, если бы вот тут не прозябали, уже минут 20 стоим. Пускай дают нам. Ладно, сейчас он открывать будет. Хуй, она вот стоит как фёкл ёбаный, блядь. — 20 минут и все, готово. А что ты? Ставь туда, вот это вот это придавил бы. А ты что рвать нахуй? А тут такого положи, вот так, по полу. Куда денешь хуйню? Ну это да, никуда не денется. Сейчас разборочку поставим одну. Все готово. Вы только выгрузили, да, и все, ничего не догружали? Да. Все понятно. Наш замочек. Ты куда пошел, фоткай сразу? Я тут, я никуда не пошел. Я слышу, кто пошел. Я телефон не взял свой. Сейчас все сфоткаем, снимем и едем дальше. Стада оленей. Ничего не боятся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 штук. Стали стоят. Разгрузились мы в Мурманске. Вон это, спортсмены гоняют на лыжах. На снегоходах там что-то проезжали. Вон на снегоходах катаются и на лыжах. В 12 часов выехали обратно. У нас разгрузка должна быть, была быть в час.
Мы приехали в 8. Здесь опять выходной. Пока всех подняли, разбудили. До 12, короче, разгружали. 12 обратно чухали. До Питера. Завтра нам надо быть в Питере. В 3, да? В 3 должны быть в Питере. На улице тепло, но ночью был, видать, дождь перед нами, блин, и асфальт был скользкий. Гололед был. Ну ничего, проехали, вроде все нормально. Вот такие вот обрубленные скалы. Автодорога Колла. Блин, на юге сейчас морозы, блин, вот здесь, блин, тепло. Плюс 4, плюс 5. Ночью ехали, было плюс 4, плюс 2. Прыгала температура. Сейчас днем вообще, наверное, поднимется все до 7 градусов. А, рыбаки. Выходной день, воскресенье. Люди отдыхают, может, катал тут залиты у них. Там на речке расчищенные и лыжники. Люди занимаются спортом. Какие-то домики отдыха тут сделанные. Сейчас мы по объездной проедем. Да, и на горочку должно видеть город. Вот и город. Мурманск. Все на горах построено. Это спортивный город, а потом внизу у них лыжные трассы там. Генератор ветряной какой здоровый он стоит. Ну да. Внизу вон там какая-то лыжная трасса, вон. Люди катаются. А, все серьезно сделано. А взял лыжную трассу, взял? А, блин, большая такая. Катаются, но люди. Я их всегда на ходу вот так вот видел. Вот залив. Сейчас отлив там. Прилив. Сейчас отлив. Залив, подлив. Все, выезжаем мы. В принципе, дорога прикольная, там ровненькая.
Прикольно сделано, да. Ну, нам некогда тут смотреть достопримечательности, блин. А тут и не встанешь. Там вот где-то внизу будет сейчас стоянка. Да, внизу неинтересно.